Издавна судоходство на Лени имело жизненно важное значение для всего Северного края. Трудное и героическое становление Ленского регулярного пароходства проходило во времена грандиозных мировых потрясений, трагических испытаний для стран и народов. Прокладывая путь сквозь волны времен и целых эпох, вместе со всей страной рос и крепчал Ленский флот. И по сей день Великая река Лена остается главной транспортной магистралью всего северо-востока России. Для нашей страны это магистраль, которая связывает, наверное, весь Дальний Восток с Арктикой. И перспективы у реки Лены очень огромные. Огромный выход, груза. Я думаю, что китайский рынок будет работать на Северно-морской путь через реку Лену. Думаем, что минерально-сырьевая база будет востребована именно с шельфа нашей Арктики через реку Лена. Поэтому у реки большое будущее. Главное бы сохранить ее как река с, природными богатствами, с природными ресурсами. Ну и для людей, чтобы она была всегда желанная, как кормилица наша река Лена. Основателями регулярного судоходства на Лене были купцы, владельцы приисков и заводов. Благодаря расширению торговых путей осваивались новые реки, благоустраивались прибрежные зоны, организовывались пристани, пункты сборки и ремонта судов, зимние стоянки пароходов. На плечи первых судоходных предприятий ложилось обучение людей и, конечно же, пополнение флота. В 1920 году, после национализации флота, имущество тех первых судоходных компаний стало основой для государственного предприятия «Ленское речное пароходство». До сих пор в условиях суровых, экстремальных, в условиях большой очень распределенности населенных пунктов и населения по территории, Ленское объединенное речное пароходство уже на протяжении последних 25 лет выполняет стратегическую функцию жизнеобеспечения, потому что жизнь на северах невозможно представить без регулярного завоза грузов речным транспортом. При этом каждый северный завоз, который во многом обеспечивается именно ЛОРПом в республике, в какой-то степени это подвиг. Подвиг людей, которые вопреки стихии, вопреки условиям природным, которые каждый год складываются по-разному. И каждый год именно трудовой подвиг сотрудников ЛОРПа позволяет вовремя, своевременно и в полном объеме обеспечить завоз топливно-энергетических ресурсов, продуктов питания, других жизнеобеспечивающих грузов до каждого жителя республики. История развития Ленского пароходства связана с открытием в 1932 году Северного морского пути. Арктическое мореплавание приобрело особое значение в годы Великой Отечественной войны. С 1942 года через восточный район Северного морского пути проходило снабжение всего Северо-Востока, а перевозки вверх по рекам, доставку топлива для Алсиба, народно-хозяйственных грузов для населения взяли на себя речники. В те суровые годы теплоходы в народе ласково назывались кормильцами. Их появление ждали как спасение. Илиндуйская судоверь строит баржи для речного флота. На Житайском судоремонтном заводе готовят детали речных кораблей. На этих первых предприятиях вырастают молодые индустриальные кадры Якутии, основа дальнейшего социалистического расцвета республики. Современные суда строятся теперь на своем судостроительном заводе. Когда я сюда приехал в Житай в 1963 году, и то, что сейчас сравним, 63-й и на 19-й год, то наше навигационное было снабжение, и то, что сейчас имею в виду, это небо и земля. В 90-е годы, и сюда так ниже будем говорить, почти до 2000 года, вот эта перестройка, вообще нам повезло на руководителей. Будем так говорить, если бы наши руководители как-то немножко бы растерялись, потеряли бы то, что было наработано, вы бы, наверное, до сих пор бы еще выбирались бы. Я не буду говорить в масштабе России, но в некоторых предприятиях, даже у нас в Якутии, которые сдали, но не бились за свое существование, они, в общем-то, и
ушли, как говорится. А вот у нас, благодаря нашим руководителям, вот, если бы не они, все искали какую-то форму работы. Мы еще не знали, что такое капитализм. В общем-то, потому что мы жили в совсем других условиях. А тут, оказывается, надо было устаивать все, искать что-то, все. И вот у нас в правительстве Якутском и так на местах работали бывшие речники. Но бывших речников не бывает. Они бывают или капитанами, или становятся хорошими хозяйственниками. Вот у нас же умельцы на все руки. Они могут все и варить, и строить, там и пилить. Мастера на все руки. Так что о том, что мы чисто узко специализированы, не скажешь. Это легких путей никогда их не было. В общем-то, любая работа – это какая-то трудность. Но только как ты ее преодолеваешь, как ты относишься к ней, да и все. Если будешь за голову хвататься и как в кусты куда-то там, пробовать отнекиваться, тут не получится, тут надо… в общем, решение принимаешь быстро. Принятие твоих решений, вот это вся и будет трудность твоей работы. Главное, это тоже от экипажа зависит. Ты один ничего не сделаешь никогда. Только в работе с экипажем. Сколотишь экипаж, сплочение он будет рабочий, работоспособный. Все, в общем-то, и все трудности преодолимы. Благодаря стойкости и мужеству речников рос и крепчал флот, осваивались новые пути, строились порты и заводы. В 1994 году, с честью пройдя через все испытания, была зарегистрирована акционерная судоходная компания «Ленское объединенное речное пароходство». И сегодня пароходство, как оно сегодня есть, в том же учредительном составе, как оно было. 51% государства и 49% у акционерного общества – это частный монетарий. Это очень важно. С 1994 года пароходство не поменяло свой первоначальный статус акционеров. Хотя мы были в банкротстве, нам было очень тяжело, и не каждое предприятие может похвастаться, что оно доблестно вышло из этой процедуры. Команда самого северного речного пароходства не раз за свою долгую историю доказывала, что ей по плечу любые трудности. Будь то строительство целого поселка в рекордно короткие сроки или возведение за несколько десятилетий крупного современного предприятия на Северной земле. Флотское братство, оно всегда есть и было. За все, что мы делаем, мы отвечаем вместе. Навигация, она не зависит от одного капитана, она не зависит от одного руководителя. Да? Это вот именно одна большая целая команда. Вот если взять это как экипаж на судне, то есть взять в целом по предприятию, это вся команда. Вот оно и наше флотское братство. Мы все и работаем на выполнение одного результата, который нужен именно для всего общества. Поэтому мы не можем работать по-другому. Когда развалилось крупнейшее предприятие Объединенное Ленское речное пароходство, когда разделились Верхнеленское, когда отошла от нас Янский речной порт, когда Колымская судоходная компания, тогда было тяжело, тяжелые были времена, и сегодня, благодаря вот этому флотскому братству, мы все это потихоньку восстанавливаем по крупинке, это благодаря и нашему генеральному директору Сергею Александровичу Ларионову, и команда, которая с ним работает. Сегодня мы уже зашли на Яну, то есть вернули к себе Яну. Сегодня, значит, мы работаем во всем бассейне. Сегодня мы рассматриваем уже зайти на Колыму. 10 лет назад мы еще думали о том, как нам выжить, то сегодня мы смотрим в будущее, мы понимаем, что флоту России быть. Я думаю, что в будущем все равно мы должны стремиться и прийти к тому, как это было раньше. Ленское объединенное речное пароходство, начиная от ворот Якутии и заканчивая всеми северными реками, это должна быть единая, слаженная команда, вот благодаря, наверное, вот этому нашему флотскому братству. Во все времена профессия покорителя водных дорог окружена особым романтическим ореолом. И по сей день каждый мальчишка мечтает стать капитаном, стоящим у штурвала. Но настоящий речник знает, что кажущаяся романтика профессии – это лишь верхушка айсберга, а под ней кроется тяжелый, подчас опасный труд, сопряженный с отвагой, решительностью и ответственностью. Я всю жизнь на флоте, мечта была еще с детства. Я сам с Ростова-на-Дону, оттуда, с Ростовской области. У меня, получается, отцовский брат, дядя Саша, он служил на Кубе в военно-морском флоте. Как раз кубинский кризис был там в 1961 году. Вот он там служил, ну и моряк, ну и мне захотелось вот так. Связал всю жизнь. В 1979 году приехал сюда на Лену по распределению, ну и так остался на всю жизнь. Ну, пути много опасностей получить. Туманы,
Ну, сейчас снегопадов нету, туман, дождь, вода большая. Бывает, потом вода резко упадет, тоже свои сложности. Большая вода, обстановки нету практически. Неплавучая, береговая частично. Все, в принципе, вот это все опасности. Ну, это обычная наша работа. Алдан, Вилюй. А дальше уже там Жиганск, Самгары, куда уголь. На уголь пойдем возить. Жабарики Хая. Ну, перед самым отплытием у нас идут подготовительные работы. У нас были работы по подготовке к предъявлению Роспотребнадзору. Это мытье помещений, покраска. Готовится, чтобы проход был чистенький, потому что это наш дом на ближайшие 7 месяцев. Как из дома уехал, так все, 7 месяцев, меня нету дома. Ну, на этом данном судне, да, 5-й год помощником. А до этого работал на других судах капитаном. В общей сложности, да, 34 года капитаном. Все время на буксирах. Здесь каждый отдал профессии десятки лет жизни. За плечами каждого тысячи километров водных дорог. На Ленском флоте так заведено. Хранить верность однажды выбранному делу, держать курс, несмотря на все тяготы, условия и обстоятельства. Ведь от их работы, как и много лет назад, зависит жизнь целого региона. Управление по эксплуатации флота занимается организацией транспортного процесса. Контролируем, обеспечиваем выполнение договора на переработку грузов, на доставку своевременно. Следим за транспортным процессом, чтобы не было срыва. Перевозим народохозяйственные и топливно-энергетические ресурсы вовремя. В Ленском пароходстве на балансе стоит 320 единиц транспортного флота грузоподъемностью 360 тысяч тонн. География перевозок Ленского объединенного речного пароходства составляет с грузообразующего пункта Осетрова до устья реки Лены, также с их притоками Витим, Алдан, река Вилюй и на морском участке, начиная с Хатанги, Анабар, Яна, Индигирка, Колыма, и перевозим груз также на Певек. В общей сложности за навигационный период перевозим 1 миллион 300 тысяч тонн. Стратегическое предприятие Ленское объединенное речное пароходство перевозит в основном самые труднодоступные участки для получателя арктического побережья. В далекие 40-е здесь, на протоке Жатай, невероятным усилием воли речников в кратчайшие сроки был возведен пункт зимней стоянки судов. Спустя десятилетия небольшой затон вырос в завод с законченным циклом работ по ремонту и постройке судов. Сегодня здесь располагается крупнейшая на Лене база флота. Гордость Ленского объединенного речного пароходства. Жатайская база технической эксплуатации флота. Ну, строить корабли – это не только романтика, но и необходимость. Потому что если в 90-е годы прошлого столетия на реке Лена, в нашем бассейне, было 7 строительных верфей, которые занимались строительством флота, то, к сожалению, вот, во времена перестройки все эти верфи прекратили свое существование. Сегодня в нашем бассейне судостроением никто не занимается, а флот стареет. Сегодня средний возраст флота нашего Ленского объединенного речного пароходства уже 35 лет. Флот стареет, а время идет. Если у нас в Ленском пароходстве 300 единиц флота, и чтобы обновить весь флот, это понадобится, лет 30-40, то есть теплохода сейчас 35, плюс еще 30, то есть представляете, сколько лет еще, и работа уже идет. То есть уже процесс пошел, и в 2021 году мы должны уже первое судно спустить на воду. А бассейн у нас один. Поэтому вот нам нужны универсальные суда, которые бы могли работать вот на всех реках, учитывая все их особенности, свои нравы, будем так говорить. Поэтому вот и флот Ленского бассейна отличается от флота, который работает в других бассейнах. С учетом вот гидрометеорологических условий наших вот рек. Ленское объединенное речное пароходство уверенно шагает вперед и ставит перед собой новые грандиозные задачи. Полное обновление судов в Ленском бассейне. В 2018 году была начата реализация проекта реконструкции и модернизации Жатайской судоверфи. К этому дню мы шли практически 9 лет. Задумка была еще в 2011 году. Началась работа по решению вопроса нового судостроения на Лене, потому что ЛОРП
нуждается в новых судах, которые, экономика которых лучше, и бытовые условия для экипажей лучше, и большей грузоподъемностью, и меньшей осадкой. Вот такие универсальные суда были разработаны КБ нашим, и дальнейшая только мечта должна была осуществиться. Я рад, что вот сейчас дело не только тронулось, дело уже вошло в рабочую колею. Судоверфь обязательно будет. Жатайская судоверфь – один из крупнейших, стратегически важных проектов развития индустрии речного транспорта на севере нашей страны. Аналогов подобного предприятия для строительства речных судов в Российской Федерации нет. Жатайская судоверфь получила финансирование федерального бюджета в объеме 4 миллиардов 100 миллионов рублей. Это единственный объект, который по строительству верфей попал в программу развития арктической зоны Российской Федерации. Мы в этом году уже начали строительство и планируем, что в 2021 году Жатайская судоверфь начнет работать. Правительство Республики Саха-Якутия ставит вопрос, чтобы Жатайская судоверфь стала резидентом ТОРа Кангаласы. Для того, чтобы получать преференции, есть вопрос финансирования техприсоединения при строительстве Жатайской судоверфи. Нас на федеральном уровне поддерживает, и думаю, что решение по включению резидентом Жатайской судоверфи будет принято уже в этом году. Реализация проекта обеспечит строительство более чем 10 судов в год, создание сотен новых высокооплачиваемых рабочих мест, стимулирует развитие компетенций в области судостроения, станет новым шагом не только в развитии Ленского объединенного речного пароходства и городского округа Жатая, но и в целом промышленности Якутии. И сегодня мы развиваемся. У нас такие якорные есть инвестиционные проекты, которые мы, в общем-то, реализовали с помощью уже государства. Это Жатайская высокотехнологичная судоверфь, которая строится, набирает обороты. Это Нижний Бестях, причал Нижнего Бестяха, где большие частные инвестиции, и уже мы видим, что там краны возводятся, и туда железная дорога подойдет. Это тоже большой проект, который также начало Ленское объединенное речное пароходство. Ну и то, что текущие моменты, которые мы провели большую работу по перевозке именно груза для ВСТО. Это большая была наша стройка российского масштаба. Сегодня «Газпром». И мы, в общем-то, осуществили практически этот завоз и трубы, и ТМЦ для государственной стройки. То, что мы завозим каждый год. Республика огромная, и мы завозим именно северный, осуществляем завоз северного завоза грузов углеводородов по всему побережью нашего Северно-Ледовитого океана, по двум морям, море Лаптево и Восточно-Сибирское море. Это большая заслуга нашего коллектива, который завозит уголь, нефть и светлые нефтепродукты в отдаленные уголки нашей республики. Ленское объединенное речное пароходство, 25-летие создания которого в виде акционерного общества мы как раз сейчас отмечаем, оно неразрывно связано с судьбой нашей республики, с ее развитием. Вот эти 125 лет, как существуют речные перевозки по Лени, основной грузопоток именно в Якутск, в северные районы, в западные районы, в восточные районы, он всегда шел у нас по водным путям. И несмотря на то, что сейчас у нас есть уже и железная дорога до Нижнего Бестяха, в скором времени, мы надеемся, появится мост через Лену в районе Якутска, построен ряд федеральных дорог. Вместе все равно речные перевозки, они играют и будут играть очень важную роль в обеспечении нашей республики. Ее размеры настолько огромны, а транспортная доступность все равно достаточно ограничена в силу наших природно-климатических особенностей в первую очередь. И именно поэтому речные перевозки, как наиболее такой, знаете, универсальный способ доставки грузов в населенные пункты нашей республики, он будет очень важен для республики. Развитие Северного морского пути, оно даст возможность ЛОРПу получить новый импульс для развития, потому что сегодня на трассе Северного морского пути ЛОРП в основном работает все-таки вдоль наших населенных пунктов по побережью,
А появление такого, знаете, постоянно действующего Северного морского пути, по которому будут перевозиться десятки миллионов тонн грузов, даст возможность Лорпу обновить флот и выйти на рынок вот таких, знаете, морских трансграничных уже перевозок. Да? В том числе я уверен, что многое количество грузов у нас будет вывозиться уже непосредственно из самой территории республики, когда промышленное освоение получит ряд прибрежных территорий. Вместе с тем уже тот же Диксон, например, где сегодня работает Восток Уголь, где будет добываться уже в недалеком будущем, как говорят эксперты, 10 и выше миллионов тонн угля ежегодно, конечно же, там требуется уже работа специализированных организаций, и в том числе, я думаю, что как раз Лорп мог бы быть одним из тех пароходств, которые будут участвовать в вывозе угля как раз вот с таких месторождений на рынке уже Юго-Восточной Азии. Уверен, что и в дальнейшем при помощи Республики Саха-Якутия, основного акционера Лорпа, мы сделаем все, чтобы коллектив Лорпа чувствовал себя уверенно и выполнял и в дальнейшем, как всегда, на отлично те задачи, которые перед ней поставлены по доставке грузов на территорию Республики Саха-Якутия и других регионов нашей великой страны. Одна из красивейших и волнующих флотских традиций – посвящение в речники. Из года в год сотни молодых людей вверяют свою судьбу великому и почетному служению отчизне, выбранному делу – флоту. Стройные ряды, светлые лица и горящие глаза. Это будущее Ленского флота. И сегодня эти юные сердца объединены общим стремлением стать частью славной истории покорения водных просторов, продолжить дело, начатое предками, свято чтить традиции флотского братства, гордо нести имя речника и держать верный курс во все времена.